Снова рядом со мной образ вечно живой. Революции сын, комиссар молодой. Он в последнюю ночь перед казнью не спит. Он в грядущие дни, как влюбленный глядит. Магометханов Асанали Сефербекович. Слово о Нажмудине Самурском. Уважаемые коллеги, дорогие дети, у истоков образования Советского Союза, у истоков образования Дагестанской Республики стоит выдающийся сын лезгинского народа Нажмудин Панахович Эфендиев. Самурский – это его партийная кличка. Я сегодня хотел бы привлечь ваше внимание на некоторые биографические факты из его жизни. Нажмудин Эфендиев родился в 1891 году в высокогорном селе Курыш Докоспаринского наивства Самурского округа Дагестанской области. А ныне это Докоспаринский район, вы все, наверное, знаете, это соседний район с Самгарамкетом. Его отец Панах Эфендиев был узденем, который имел у себя небольшое хозяйство, мать занималась в семье домашним хозяйством. Нажмудин был старшим сыном из 7 детей, кроме него и в семье 5 сестер и младший брат Сейфедин. Но в раннем детстве Нажмудина, его юность оставили у него довольно тяжелые воспоминания. Сельский образ жизни с большими лишениями, с вечными откачевками в кибитках в соседнем Георгчайском уезде Бакинской губернии сопровождали его до 8 лет. После 8 лет в 1902 году Нажмудин поступил в русское начальное двухклассное училище в селе Ахты Самурского округа. Наверное, по истории Дагестана наши ученики знают или слышали. У нас в Дагестанской области при царизме единственно в Ахтах была открыта первая русская школа. И русская школа там была открыта почему? Потому что там находился русский гарнизон. И вторая сельская местности школа была открыта в Дешлагаре, это нынешний Сергакала, Даргинский район. Поэтому мы можем хвалиться тем, что у нас в Ахтах столько много кандидатов и докторов наук. Рано была там русская школа по сравнению с остальными районами нынешнего Дагестана. И вот как раз Нажмудин Самурский начал учиться в Ахтах. В Ахтах в это время работал судьей его дядя. Успешно учился он. После окончания Ахтынской школы он едет к себе, не к себе домой, а в город Иркутск. В Иркутске находился его двоюродный брат Салих, который находился в ссылке. Оказывается, в селении какие-то неразберихи были. Он нечаянно убил одного сына богатого сановника, и его отправили туда. К нему он едет, и там он учился в горно-техническом училище. И впервые он там знакомится с революционерами, рабочими и революционной литературой. В начале 1915 года получил от матери сведения о том, что его отец умер и его дядя Кадя выгнал из дому. Он не думал сразу приезжать в Южный Дагестан, то живет в Куруше, то в Ахтах. И, конечно, скоро из-за содержания семьи он едет в Баку в апреле 1915 года. 6 месяцев он никак не находит там работу, а после этого он устраивается на нефтепромыслной Мирбалаева. И это в поселке Сапунчи. И этот район был обширным районом, и он там становится вожаком рабочих, которые работали там. И как раз к началу 1916 года он знакомится со многими рабочими революционерами, которые работали там. Это были Казимагомед Агасиев, Мугдадир Айденбеков и другие. И после этого он приезжает. Хотел приехать в Махачкалу, но однако в Махачкале в это время
находились войска, царские войска Бичерахова и войска Нажмудина Гатинского. И он вынужден был уехать через море в город Астрахань. В Астрахани он знакомится с Кировым. Это известный по всей стране революционер, который командовал 11-й Красной армией. Эта армия была направлена на Кавказ для установления советской власти. И вот как раз он в этой 11-й армии становится начальником политотдела. Это очень большая должность и очень большая ответственность. И в это время он предлагает Кирову, чтобы в городе Астрахани открыть какую-нибудь школу для подготовки специалистов для Дагестана. Где-то 40 человек там были подготовлены для руководящих кадров для Дагестана, но однако они в годы гражданской войны пали жертвами. Из них мало кто остались. В 1919 году Нажмудин Самурский был назначен вот как раз-таки в эту 11-ю армию политотделом. И в этом году в Астрахани его избирали делегатом съезда. Будучи в декабре 1919 года на съезде, Нажмудину Самурскому, значит, посчастливилось слушать вживую речь Владимира Ильича Ленина. И там он смотрит, видит этого в то время вождя пролетариата, и его направляют сюда, в Дагестан, для того, чтобы руководить отделом. И в это время 11-я армия, она отступала, и многие погибли от рук белых интервентов. Нажмудину было поручено в это время руководство горскими частями, которые охраняли там возле Астрахани некоторые боевые участки. В качестве члена штаба при Астраханском военкомате ему пришлось принимать участие в подавлении восстания даже в городе Астрахани. Это тоже много чего значит. В 1920 году Самурский был командирован в Москву, где Самурскому было поручено приступить к организации Кавказского ревкома и, в частности, Горского отдела при нем. 23 апреля 2020 года он был избран членом Революционного комитета Дагестана. А потом он прибыл с Красной армией в Порт Петровск, а затем Темирхамшуру, это нынешний Буйнакск, куда он был назначен членом Ревсовета. В мае Самурский был назначен начальником отдела и одновременно заместителем председателя Дагестанского революционного комитета. Он руководил проведением общеорганизационных и административных мероприятий новой власти Дагестана. В 1921 году Нажмудин Самурский возглавил уже Народный комиссариат внутренних дел. Это нынешнее Министерство внутренних дел. И руководил организацией съезда бедноты в горских районах. Будучи предан идеалам советской власти, он выступал против рутины и консерватизма в деятельности государственных органов. Став главой Республики Дагестан, в первую очередь он поднимает вопрос о реальной самостоятельности республики. Дагестан после образования 20 ноября 1921 года входил в Юго-Восточное бюро. Это зависело от Ростова. А Нажмудин Самурский сделал, чтобы Дагестан получил самостоятельность. И это он достиг в 1925 году. И это абсолютно не понравилось центру, особенно Сталину. И его в этом упрекали за то, что он слишком самостоятельничает, и многие эти обвинения говорили в его адрес. 1 апреля 1925 года Самурский в докладе 4-му Вседагестанскому съезду Советов доложил: первый вопрос о выделении Дагестана из Юго-Восточного края и установлении непосредственной связи с Москвой. Здесь дагестанское правительство с гордостью может заявить, что решение 3-го съезда, имеющее чрезвычайное значение для нашей республики в смысле поднятия как хозяйства, так и культурной жизни, выполнено вполне. И об этом он говорит на съезде. И
В конце концов, они увенчались победой Дан Республики во главе с Самурским. До сих пор продолжаются различные попытки навешивания на Нажмудина Самурского различного рода ярлыков, что он, будучи на руководящих постах Дагестана, якобы преследовал духовенство. На самом деле еще нет такой работы, где какой вклад внес Самурский в становление и развитие религиоведения и исламоведения в Дагестане. В книге «Дагестан», которую он написал в 1925 году, пишет, что для Дагестана после революции характерны три мощных исторических обусловленных фактора: земельный голод, патриархально-родовой быт и религиозный фанатизм. И из этой трудной ситуации он выходит, значит, с успехом. Самурский в 1921 году был избран председателем президиума ЦИК ДАЭСР и одновременно членом ЦИК СССР и ЦИК РСФСР, где предоставлял Дагестан. В 1922 году Самурский попал в тяжелую автомобильную катастрофу, потом лечился в Сухуми, и на этом посту он находился до 1929 года. В 1927 году была направлена сюда из Москвы делегация для проверки дел Нажмудина Самурского, и в некоторых источниках говорят, что к этим проверяющим товарищам мы не можем сказать, к этим людям примкнулся и Саид Габиев. И перепроверяли его документы, что он скрытно скрывает свои документы об образовании, об вступлении в партию. Но потом его сняли с этой должности и его пригласили в Москву. И на различных работах работал в Москве. И в 1933 году, будучи в Москве, он продолжал учебу в красной профессуре. И в 1933 году он защищает кандидатскую диссертацию по теме «Турция от полуколонии к национальной независимости». Ну, конечно, Нажмудин Самурский лично был знаком со многими политическими лидерами того времени, со Сталиным, Кировым, Орджоникидзе, Калининым, Наримановым и другими. Современники Нажмудина Самурского считают и пишут о том, что Нажмудин Самурский, говорит, это единственный из дагестанских государственных чиновников, говорит, который деноночно работал. То есть, даже в тот день, когда Иосиф Виссарионович Сталин 13 ноября 2020 года приезжал в Темир-Хан-Шуру для провозглашения Дагестанской республики, его на этом съезде не было, Нажмудина Самурского. Будучи первым лицом республики, он находился в горах для того, чтобы провести различную просветительскую работу в плане того, что это были страшно голодные годы. Он постоянно из Москвы требовал для горцев много чего необходимого. Ну, при Самурском на самом деле Дагестан изменился в лучшую сторону. В 1935 году он Максиму Горькому пишет письмо, чтобы сюда прислали известных писателей, поэтов, чтобы они воочию видели, что у нас изменилось в Дагестане. На самом деле Максим Горький направил большую делегацию писателей и поэтов, и они увидели, что действительно Дагестан цветет по тем временам, благодаря такому великому сыну лезгинского народа, как Нажмудин Самурский. Ну, при нем были открыты школы, при нем были открыты клубы и все остальное. Ну, конечно, начиная с 1927 года на него уже стали вешать различные ярлыки. Особенно за ним преследовал эсер Герасимов, который написал в московской газете «Правом уклоне и поддержке кулака». На самом деле, в эти трудные моменты, который не знал, с чего начинать, на чем завершить свою работу, и он выходил каждый раз из своих этих тяжелых проблем с гордостью. И в Москве он, работая, различные работы выполняет, и в 1933 году, 1934 году вновь возвращается в Дагестан, и опять он видит то, что начал, просто стоит
на том уровне, как он уехал в Москву. И Гергебельский ГЭС, и консервные заводы. Между прочим, при Нажмудине Самурском были построены дагестанские огни. Такого города не было. Там этот завод, стекольный завод, построили при нем. Для открытия этого завода приехал специально в 26 году Калинин. И все это благодаря происходило Нажмудину Самурскому. После убийства Кирова в 1934 году, это был близким другом Нажмудина Самурского, в стране началась борьба с троцкистами и оппортунистами. Волны этой охоты докатились и до Дагестана. Сюда был из Ставрополя направлен нарком НКВД Ломоносов. Ну, конечно, эта фамилия нам известна из истории как один из первых выдающихся русских ученых, химиков. Но этот Ломоносов как раз-таки для Дагестана сыграл очень плохую роль. Он начал масштабную кампанию по разоблачению и арестам. И помогал ему в этом деле второй секретарь Дагестанского обкома партии Сорокин. И многие наши дагестанские политические лидеры, наша политическая элита, они стали заложниками этих двух личностей, которые приехали к нам в командировку. 24 сентября 1937 года в газете «Правда» была опубликована статья специального корреспондента Мезенина с говорящим названием «Гнилая позиция Дагестанского обкома», где Нажмудин Самурский критикуется за либеральное отношение к врагам народа. 30 сентября 1937 года Самурский был арестован, и на должность первого секретаря обкома партии назначили Сорокина. И, конечно, скоро после ареста, уже 1 августа 1938 года, на спецобъекте НКВД СССР «Коммунарка», ныне это мемориальное кладбище, был приведен в исполнение высшей меры наказания против нашего этого земляка. Ну, его скоро в 1957 году реабилитировали. Ну, нужно сказать, он руководил самую тяжелую пору нашей республики. Перед ним стоял столько много задач, и он выходил из всех этих проблем. И, конечно, его судьба так не должна была заканчиваться. Почему? Потому что ему всего-навсего было 46 лет. Это в цветущем возрасте, ну, по вине некоторых людей, так оно и происходило. И, между прочим, до ареста его в Кремле встретил Сталин. Это уже было 2 апреля 1937 года. И беседа продолжалась около 1,5 часа. Они еще были знакомы в городе Баку. И многие мысли, многие взгляды Нажмудина Самурского и Сталина, они не соответствовали. Особенно это касалось алфавита и языка у нас в Дагестане и вопроса самостоятельности нашей республики. У нас республика была богата рыбой и другими сельхозпродуктами. Это все шло в экспорт, и эти вопросы стояли особо остро в то время. Ну, у Нажмудина Самурского была семья, жена была русская, Ксения Александровна Бочкова. Она окончила химический факультет Московского государственного университета и после смерти мужа тоже продолжала там работать. У них были дети, дочка рано умерла, а сын работает в научно-исследовательском автодорожном институте. Его внук Нажмудин и до сих пор работает в Национальном географическом журнале и является с 2003 года постоянным автором этого журнала. Ну, конечно, лезгинская земля, лезгинский народ Дагестану и Советскому Союзу дала много таких видных людей, но они в наши дни забыты. Конечно, было бы прекрасно, если какой-нибудь населенный пункт или
какой-нибудь район, переименовали бы в его адрес. Между прочим, в Кизилюртовском районе село есть сейчас Стальское. Раньше это село называлось Самуркен. Ну, после каких-то этих соображений руководство Дагестана переименовало этот поселок в Стальское. Мы, нынешнее поколение лезгинской интеллигенции, должны бороться за то, чтобы эти имена сохранились вечно в истории лезгинского народа и в истории Дагестана, которые внесли достойный вклад в становление нашей республики. Спасибо. Уважаемые ребята, Нажмудин Самурский, он достойный сын лезгинского народа. Его якобы критиковал бывший руководитель Республики Дагестан. Ну, его самого досрочно сняли. Сейчас мне неизвестно его интерес, его жизнь, где он находится, меня это не волнует. Он не объективно, я не читал его книгу, но я слышал. Он оказался на свалке истории. А Нажмудин Самурский, он вошел в историю Дагестана, лезгинского народа. Я горжусь, что он мой земляк, Нажмудин Самурский. И вы должны гордиться этим человеком, должны помнить его.